Вопросов много остается по окончанию, значит, продлеваем эфир. Не переживайте. Добрый вечер. Сегодня 4 ноября. Итак, сегодня выходим в эфир по эпидемиологической ситуации в Нербинском районе по COVID-19. Прямой эфир выходит по 3 площадкам. Это ТРС Нюрба Инстаграм-канал и YouTube-канал, еще один Инстаграм-страница. Это Нербинский район. Сегодня в прямом эфире участвует заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Валерьевна Балабкина, глава Нербинского района Алексей Михайлович Иннокентьев и главный врач Центральной районной больницы Наталья Николаевна Павлова. Ну, давайте начнем. Слово предоставляется главе района Алексею Михайловичу для ознакомления по ситуации в районе. Добрый вечер, дорогие земляки, жители Нербинского района. Ну, сегодня мы выходим, тоже как заведено, но сегодня у нас участвует, как вы сказали, Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель председателя правительства. На вчерашнего дня работает в Нербинском районе. Ну, эпидситуация в Нербинском районе сложная, но контролируемая. Вот по лекарственным препаратам у нас достаточное количество сейчас обеспечены все аптечные сети. Завтра тоже рейсом полярных авиалиний будет альбедол, антибиотики и так далее. Завтрашнего дня тоже вот мы ожидаем поступления защитных масок и перчаток будет. Сегодня, ну, что сказать, конечно, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей Нербинского района, гостей с Днем Единства. В этот день я хочу вам сказать, что если мы будем все вместе, мы должны пройти этот вызов времени, желая, что всем здоровья, счастья, благополучия и требуем, даже, да, вот требую придерживаться санитарно-эпидемиологических требований. Мне кратко так. Ольга Валерьевна, давайте к вам перейдем. Вы действительно работаете в Нербинском районе. Для начала вот цель вашего визита в Нербинский район, ну и вы ознакомились по вашей линии со строительством детского сада и так далее. Понятно. Как бы нам ни было, ну, добрый день, уважаемые жители Нербинского улуса, и те, кто сегодня подключен к этому прямому эфиру. Конечно же, прежде всего, хотелось бы поздравить с Днем народного единства. И, соответственно, мы сегодня должны понимать, что впервые мы этот праздник, в общем-то, празднуем, отмечаем именно тогда, когда именно единство всех вместе может нам позволить разрешить ряд позиций, в том числе и по коронавирусной инфекции. На что я хочу обратить сегодня внимание. Да, я действительно второй день работаю в Нербинском улусе. Связано это с тем, что есть поручение главы Республики Саха-Якутия оказать полную методическую помощь, организационную помощь оперативным штабам на местах. Но нужно сказать, что жизнь двигается дальше. И очень важно сегодня соединять те, значит, условия жизнедеятельности, которые существуют, в том числе с пандемией. И поэтому прежде всего я ставила целью проверить, насколько у нас здесь на территории Нербинского района и Велижского улуса, значит, разрешается проблема, связанная с реализацией нацпроекта «Демография». Ну, я уже это говорила, я уверена, что детский сад будет построен, соответствующие места для детей, значит, от ясель до детского сада будут обеспечены, и после выдачи лицензии детский сад примет ребятишек. Я считаю, что сегодня есть все для этого соответствующие предпосылки. Кроме того, я считаю, необходимым было все-таки ознакомиться с той ситуацией, которая складывается по обеспечению государственного образовательного стандарта на территории Республики Нербинского района. Мы сегодня встретились с начальником управления образования, поговорили о том, каким образом сегодня детям дается, значит, образование как таковое. Ну и, конечно, состояние по здравоохранению, прежде всего с точки зрения позиций, которые связаны с развитием здравоохранения
И сегодня, в общем-то, мы на небольшом совещании определились по позиции, связанной с модернизацией первичного звена. Это ряд ФАПов, это улучшение базы автомобильной по скорым по помощям в Нюрнбергском УСе и, соответственно, значит, будущего развития именно самой, самой центральной районной больницы как нового клинического центра. Ну и, конечно же, ситуация, которая связана с коронавирусом, которая вносит свои коррективы как таковые. Готова отвечать на вопросы? У нас тут потихо приходят вопросы, и тут у меня замечание по поводу звука. Просят, чтобы чуть-чуть, да, вот подвинули к себе микрофоны. Спрашивают, вчера в аптеках не было орбидола. Также спрашивают, орбидола в продаже нету. Когда начнут выдавать бесплатные лекарства для амбулаторно больных? В четверг, буквально неделю назад, президент страны объявил о том, что в том числе за счет федерального бюджета будут выделены, значит, лекарства для амбулаторных больных из расчета 7,5 тысяч на больного. Соответствующего соглашения республика подписала. И, значит, буквально, значит, на днях мы начинаем соответствующую работу с поставщиками и затем в последующем передачу этих лекарств, значит, нашим центральным районным больницам, первичному звену. По наличию орбидола в аптеках Нюрнбергского УСа я тоже сегодня посетила одну из аптек, значит, здесь в центре города. Значит, в ней действительно не оказалось орбидола. Это реальность, но я думаю, что это одна из аптек. Значит, но при этом я хочу сказать, что полный набор противовирусных лекарств, которые возможно употреблять как для профилактики, так и для лечения вируса, в этой аптеке присутствует. Поэтому, значит, что касается орбидола, который идет по методике Министерства здравоохранения Российской Федерации, благодарны району за оказанную в том числе финансовую помощь и, соответственно, за ту социальную нагрузку, которую сегодня районная администрация понесет. И, значит, очень четко Алексей Михайлович сказал, что с прибытием завтра самолета орбидол появится в аптеках. По поводу аптек еще один вот интересный вопрос спрашивает, почему простых градусников в аптеках нету? Я так понимаю, это про ртутные градусники спрашивают. Вот такой интересный вопрос. Это уже не первый вопрос, в предыдущем эфире тоже был такой вопрос. Знаете, я точно не знаю, почему нет ртутных градусников. Наверное, да, как бы сложно сказать, почему нет ртутных градусников. Наверное, потому что, в моем понимании, да, давайте развиваться дальше. И уже есть градусники, которые более безопасны. Но сама вообще до сих пор боюсь ртутные градусники, потому что если в детстве его уронишь, потом ртуть это яд, и его нужно собирать по всему дому. Поэтому давайте новыми способами, методами пользоваться. Вопрос к Ольге Валерьевне. Будут ли какие-нибудь льготы во время пандемии аптечным работникам? Вы знаете, я думаю, что я слукавлю, если я скажу, что какие-то льготы аптечным работникам будут. Не думаю, что сегодня есть те, кто считает, что аптечные работники пострадали от пандемии. Извините меня, товарищи фармацевты, я считаю, что сегодня у собственников аптек, так же, как и у нашей Сахафармации, есть все возможности достойно заплатить за тот труд и за ту нагрузку, которую сегодня аптекари несут. Коллеги больны ковидом, почему как контактных не берут ПЦР? Вот вопрос. Значит, давайте я тоже, по коллеге. Вот это установка, у кого берут непосредственно ПЦР и что такое ПЦР. Давайте исходим из того, что в целом, безусловно, значит, существует методика, по которой утверждена Министерством здравоохранения Российской Федерации. По ней анализы должны сдавать первая категория лиц, у которых есть клинические проявления. Да, это и першение в горле, это и температура. Вот они, соответственно, заявляясь, они у нас сдают. Что касается контактных лиц, у них берут ПЦР на основании постановления Роспотребнадзора, как только они там в этом постановлении появляются. Теперь давайте я бы хотела очень детально проговорить тему, кто такие контактные лица.
Контактные лица – это все, кто был в ближайшем окружении вашем, в том числе и члены семьи. Они все являются контактными. Вот если оказываются они, если их человек, который заболел, называет в качестве лиц, которые были с ним в контакте, это может быть мама, папа, сестра, значит, сосед по работе, да, то вот именно у этих людей по постановлению РПН анализ берется. Если вы владеете некой информацией о том, что у вас заболел на работе сотрудник, и вы считаете сами себя контактным, то это ваше просто измышление, да, ну вы действительно контактный, может быть, ну по вашему усмотрению, контактных определяет Роспотребнадзор. Вопрос по вспышку в Доме инвалидов и престарелых. Да, действительно, у нас сегодня в Доме инвалидов и престарелых есть ситуация, по которой зафиксировано групповое заболевание ковидом. Вы знаете, что наши социальные учреждения с 1 апреля, одни из первых по стране, перешли на закрытый режим. Люди, которые сегодня там работают, это люди, которые, ну, по сути дела, такие героические усилия, так же, как и медики, преодолевают, потому что они не ходят домой и на смене находятся либо 14 дней, либо 28. И вот в данной ситуации, значит, естественно, Роспотребнадзор определит причину заноса, ну и, соответственно, значит, каким-то образом причина будет определена заноса, значит, есть заболевшие в Нюрбинском интернате. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент приняты все исчерпывающие меры для того, чтобы разделить потоки, для того, чтобы начать лечить людей, как тяжелых, так и легких. Когда дети будут учиться, насчет детских садов также спрашивают, ну вот в плане после каникул будут ли учиться дети. Это, я так понимаю, это очное обучение. На этот вопрос отвечу я. Сегодня как раз у Ольги Валерьевны был на приеме заместитель начальника управления образования. Как раз он сегодня нам предоставил свое предложение от управления, что с 9 числа будем решать через оперативный штаб Нюрбинского района по рекомендации нашего территориального Роспотребнадзора. Где есть больные, численность больных много, в каких поселениях, это в основном город Нюрба, школа города Нюрба и села Антоновка, там дистанционно, очно некоторая часть, да, и некоторые школы, где заболеваний мало, там уже будем переходить на очное обучение. Это будет решаться где-то примерно 6-7 числа. По детским садам тоже, если есть возможность, если малое количество больных в том или ином поселении, то тоже будем открывать дежурные группы. Или даже будем думать, что полноценно, где школы-сады у нас, вот тех поселений мы откроем. Но есть такое опасение, что до этого времени мы разрешали дежурным группам, это по 15 детей. В некоторых поселениях родители боятся детей водить в детские сады, вот поэтому посмотрим, как эпидситуация покажет до 9 числа. Когда наладится механизм поставки бесплатных лекарств федеральным льготникам, если быть точнее, детям-инвалидам? Механизм непосредственно поставки этих лекарств, он отработан. Если были какие-то определенные жалобы по той или иной поставке, мы готовы ее на уровне Министерства здравоохранения отработать. Я прошу в личку модератору написать, и, соответственно, я разберусь. Почему на компьютерную томографию очень сложно записаться, температуры нет, значит вам нельзя, говорят, а легкие болят? Это, скорее всего, Наталья Николаевна, да? Давайте я отвечу, чтобы было понимание, да, что Наталья Николаевна выполняет ровно те рекомендации, которые дает Минздрав Российской Федерации. Да? Потому что я уверена в том, что Наталья Николаевна, как главный врач, как профессионал-медик, уже не раз отвечала на этот вопрос. Он связан прежде всего с тем, что компьютерная томография – это исследование, которое проводится только по назначению врача.
Просто так провести компьютерную томографию, так же, как и сдать тест на коронавирус, мы сегодня себе позволять не можем. Но это и не нужно, да? Если есть предписание, то есть соответствующий врач. Он для этого учился 5 лет в институте, затем дальше продолжал, значит, обучение, стажировался и так далее. И он знает, когда непосредственно проходить компьютерную томографию, когда нет. Не забывайте о знаке, который висит перед компьютерным томографом, который говорит о определенных, значит, воздействиях, в том числе на организм. Да, он безопасный, но просто так сдать компьютерную томографию не имеет смысла. Врач увидит, когда это необходимо. Спасибо. Когда медикаменты войдут в категорию жизненно важных грузов при авиаперевозках и их возьмут на борт в первую очередь? Вот такой вопрос. Республика Саха-Якутия действует в режиме повышенной готовности. По сути дела, это пред-ЧС, поэтому непосредственно, если необходимо брать медикаменты в первую очередь, то это делается по установке Министерства транспорта Республики. Обязательно ли проводить термометрию покупателям? Ну, это про входные фильтры, скорее всего, вопрос. Конечно, обязательно. Для того, чтобы непосредственно не зашел покупатель с температурой и не оставил значит, в магазине либо вирус ОРВИ, либо вирус гриппа, либо коронавирус. Считаю, что это достаточно действенная мера, и если я не ошибаюсь, то именно здесь, в Нурбинском Улусе, впервые я услышала о том, что вот, значит, была ситуация, когда остановили на входе людей с температурой. Ну, это позволило и их выявить, и, соответственно, значит, и не допустить распространения очага. Почему нет витаминов D в Нюрбе? Марина Николаевна, про витамин D я точно не специалист. Что с витамином D в Нюрбе? Ну, поставки лекарственных препаратов мониторируются районом, и ежедневно я и своим врачам отправляю какие наличие медикаменты. Хочу сказать, что вот по термометрам ртутным ожидается поставка в аптеку Сахфармация, филиалы, и бесконтактные термометры, которые практически есть во всех аптечных пунктах. Витамин D я тоже хотела купить, тоже его не было, но было, и в наличии потом их уже раскупили. То есть поставка, они идут периодически. Я здесь добавлю, да, у нас в районе действует 4 аптечных сетей. 3 это частные, коммерческого, да, вот, и 1 государственная Сахафармация. С начала этого года руководство Нурбинского района отработали вместе с Сахафармацией по открытию аптечных киосков во всех поселениях, где нет у нас аптек, да, и они навстречу пошли, и вот сейчас мы уже готовы подписать соглашение о взаимодействии с этой государственной аптекой. Тем более вот с 1 ноября Якутск-Нюрба неделю 3 раза рейсы, и каждый рейс уже половина самолетов, вот Сахафармация загружает лекарственные средства. Вот как Ольга Валерьевна сказала, завтра будет партия орбидола, это четверг и субботу будет. Мы через центральную районную больницу, район закупает 1000 штук орбидола, упаковок, и эти 1000 упаковок орбидола мы решили, здесь посоветовались, и будем выдавать бесплатно ковидным больным, кому за 65 лет. Да, вот этим будем выдавать и контактным лицам. Остальное, еще 1000 упаковок будут распространяться через сети Сахафармации. Ну вот по витамин D вот, мы каждую неделю мониторим, какие лекарственные средства есть во всех наших аптечных киосках и сетях. Вот поэтому сейчас у меня нету сейчас в голове витамин D каком в аптеке, но мы каждую неделю через социальные сети информируем население, в каких аптеках какие востребованные ковидные средства. Будут ли выплаты работникам ковидного отделения в ноябре? Давайте так, ковидного отделения, соответственно, какого? Если речь идет об инфекционной больнице, то никто никакие выплаты ковидных отделений не снимал. Эти выплаты будут как выплаты, которые определены президентом страны, председателем правительства, и республиканские выплаты, выплаты главы республики. Другой разговор. А если речь идет об изменении механизма, то сейчас
Минтруд и Министерство здравоохранения отрабатывает новый механизм. Буквально сегодня на оперативном штабе, который я провожу, каждый день, Министерство труда доложило пока об отсутствии проекта механизма выплаты этих, который будет осуществляться. Но осуществляться они будут не через бухгалтерию, а через фонд социального страхования. Вопрос касаемо орбидола. Спрашивает, нет ли других более современных лекарств, кроме орбидола? Все лечение на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с методиками, утвержденными Министерством здравоохранения России. Хочу обратить внимание, что с марта месяца это 9-я методика, и все эти 9 методик в первой стадии, лечения самого по себе коронавируса, как вируса, предполагает наличие орбидола. Это что касается того, что применяется медиками. Граждане могут, безусловно, употреблять и другие противовирусные препараты, если они желают лечить какую-то, может быть, ангину или ОРВИ. Почему не берут анализы крови у амбулаторных больных, например, биохимию, СРБ? Давайте так, вот амбулаторные больные сами по себе, да, они у нас находятся под лечением врача. Если врач считает необходимым, он будет брать этот анализ крови. Если этот анализ показывает, и есть необходимость определения течения заболевания. Спрашивают, почему все школы по республике не учатся дистанционно во время пандемии? По школам по республике я обращаю ваше внимание. Пандемия может, безусловно, пандемия к нам пришла не на один день, даже не на полдня и даже не на 3 месяца. Пандемия к нам пришла на очень долго, поэтому наша задача сегодня научиться жить в условиях, а поэтому органы государственной власти и органы местного самоуправления должны создать условия, при которых наши школы, наши детские сады, наши улицы, магазины, аптеки, больницы будут безопасными. Поэтому, если мы сегодня все по республике перейдем на дистанционное обучение, это, по сути дела, решение, которое достаточно сложное. И оно во многом не соответствует нашей традиционной школе подачи информации как таковой. Вопрос, будет ли в Нюрбе пульмонолог? У нас пульмонолог обучили 2 пульмонологов. Это было 4 года назад. И смежная специальность врача-терапевта и врача-педиатра. Сейчас работает только один врач общей практики, он же пульмонолог. Пока он не работает. Будет консультировать всех больных с пневмонией. Наталья Николаевна, я прошу вместе с Минздравом отработать, непосредственно наличие пульмонолога, либо делать выездные консультации с рядом находящихся УЛУСов республики для того, чтобы обеспечить этого главного специалиста. В аптеках Нюрбы пульсоксиметр стоит 4500 рублей, в Якутске 1400-500. Почему такая разница, спрашивают? Потому что пульсометры не относятся к категории обязательных, регулируемых цен, товаров медицинских с регулируемой ценой. Поэтому, соответственно, это вопросы к тому, кто их продает. Почему не закрывают ночные клубы? Сегодня я встречалась с административной комиссией Нюрбинского района. Для меня удивительно, потому что доложили, в принципе, о достаточно четкой и системной работе этот вопрос. Я думаю, что, еще раз вернемся к этому вопросу завтра, когда будем подводить итоги. Запрещено проведение и запрещены ночные клубы на территории всей республики. И работать должны лишь только у нас с вами кафе, рестораны и бары до 0 часов, до 12 часов, без проведения культурно-массовых программ. Почему детям начальных классов не выдают сухие пайки? В прошлой неделе мы отработали механизм выдачи
сухих пайков отдельным категориям детей, это многодетным, да, малообеспеченным, детям малообеспеченных семей. Уже в четверг, пятницу все школы будут выдавать этим категориям детей сухие пайки. Это у нас 2510 детей будет, да. Из районного бюджета на это цели мы выделили 3 миллиона, более 3 миллионов рублей. И также будет выдаваться сухие пайки школьникам начальных классов. Четверг, пятница уже начнется. Так, мой муж заболел ковидом, у членов семьи не брали анализов. Я думаю, что точно так же в личку будет отправлено письмо. Мы выясним, когда постановление РПН будет определено. И если ваш муж заболел ковидом и называл вас в качестве контактных лиц, такое постановление Роспотребнадзором будет направлено. Анализы будут взяты. Говорили, что в обсерваторах много мест, а в данное время говорят, что нет места для больных. По поводу вот этого давайте разъясним. Давайте я разъясню. Значит, вообще все обсерваторы на территории республики практически у нас летом прекратили деятельность. Обсерватор – это место, где размещаются здоровые люди, которые приехали либо из неблагополучных стран, либо же непосредственно, значит, являются контактными, но которые они имеют постоянное место жительства на территории того или иного населенного пункта. На настоящий момент, значит, я специально в том числе и для этого приехала, для того, чтобы понять, сколько коек развернуто у нас в провизорном отделении, инфекционном отделении. Сегодня есть четкое понимание, значит, что коек в НЮРБе достаточно. Спрашивают, когда будут реактивы. Скажите, какие реактивы и куда? Я вот всегда спрашиваю, да, когда спрашивают реактивы. Реактивы требуются тогда, когда есть лаборатория. Если нет лаборатории, и нет смысла к реактивам. Будет у вас лаборатория в ближайшее время, значит, отучен специалист, помещение готово, тогда будем говорить об отсутствии наличия реактивов. Хорошо? Вот у нас даже предлагают, надо остановить такси и самолеты, вылетов и отъездов, чтобы не было. Поймите, да, жить в ситуации локдауна практически невозможно. Мы должны научиться жить с соблюдением всех требований. И я очень хочу поблагодарить нюрбинских, жителей Нюрбинского улуса за то, что, наверное, на улус, в котором действительно жители достаточно хорошо соблюдают все требования. И я думаю, что это показывает и, значит, та ситуация эпидемиологическая, которая есть. И если бы не были допущены, значит, определенного рода групповые заболевания, то, соответственно, значит, возможно, вы бы так поровну и шли, потому что уровень вашей подготовленности и магазинов, и мест пользования, и сознательности граждан достаточно высокий. Почему социальные объекты дезинфицируют платно? Я так понимаю, это про обработку холодным туманом. Потому что сегодня это услуга, которую оказывают непосредственно, значит, лица, которые отучились, приобрели этот холодный туман. Ну а социальные объекты, я думаю, что задает это кто-то из руководителей некого социального объекта. Обращаю ваше внимание на то, что в расходы учреждения на дезинфекцию вы включаете это в смету, и вам это компенсирует учредитель. Думаю, больше, наверное, жителей просто это не волнует. Хорошо? И вот и еще очень много вопросов приходит про выплаты. Давайте разъясним. Давайте. Да, напоследок, в ноябре выплаты ковидного отделения как выплачиваться будут, в обычном размере или уменьшенном, будут ли выплачиваться и так далее. Очень много вопросов. Я подозреваю, что, Наталья Николаевна, нам нужно встречаться с коллективом посредством ВКС или еще каким-то образом. Еще раз обращаю ваше внимание, до сих пор у нас механизм выплаты в ковидном отделении, он не определен. Но если речь идет о том, что будут ли эти выплаты, да, выплаты эти будут. Вопросом в выплатах становится лишь только порядок, который мы сегодня пока не видим на уровне Минздрава Российской Федерации. Если раньше это была часть заработной платы, в какой форме она пойдет сейчас, как фиксированная выплата за часы, значит, на настоящий момент документа нет. Вопрос, скорее всего, к Наталье Николаевне. Есть ли в НЮРБе врач-кардиолог? И еще один вопрос. ФЛГ когда будет работать и УЗИ?
Врачи-кардиологи у нас есть. Врач-кардиолог в первично-сосудистом отделении 2 врача и врачи поликлиники. Но здесь в связи с эпидемиологической ситуацией, открытием новых инфекционных отделений для лечения новой коронавирусной инфекции у нас произошли вот изменения по врачам. Все, конечно, силы брошены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Но плановая медицинская помощь оказывается врачами участковой службы и врачом-неврологом. Врач-кардиолог пока прием в поликлинике не ведет. Спрашивают, как контролируются цены на лекарства. Цены на орбидол выросло 700 с чем-то рублей за 10 таблеток. И вот еще вопрос. Лекарства больным ковидом должны предоставляться бесплатно, а у нас обстоят дела так, что при домашнем лечении, я так понимаю, платно. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что цены на лекарства сами по себе, они фиксируются у нас и контролируются Росздравнадзором. Руководит Росздравнадзором Евгений Николаевич Иннокентьев. Один раз в неделю он выходит на прямой эфир. А прямой эфир построен таким образом, что если у вас есть чек, на котором указана цена, по вашему мнению, завышенная, или цена, которая, увеличила силу, по вашему мнению, пандемийных условий, он, соответственно, сразу проведет проверку. Цена в размере, насколько я знаю, по последним позициям, которые сегодня говорит Росздравнадзор, чтобы оценить, дорого или нет 750, нужно знать упаковка, с какими граммами определена и о цене, на какую упаковку идет речь. То есть здесь все зависит от этого. Еще раз о лекарствах. Да, мы должны лечить амбулаторных больных бесплатно. Соответствующие денежные средства, как только будут доведены, мы их сразу через централизованную закупку в каждую больницу доведем. Где можно пройти реабилитацию после перенесенного ковида? Сегодня можно пройти реабилитацию после перенесенного ковида в санатории профилактории Абылах, который находится в Мегино-Кангаласском районе. И вчера мы приняли принципиальное решение здесь, на территории Нюрбинского района. Это первый, случай такой районный, это первый опыт районной реабилитации. Соответственно, реабилитацию можно... Спрашивают, когда откроются дополнительные обсерваторы? Еще раз обращаю внимание, сегодня коек на территории Нюрбинского улуса достаточно. Я подозреваю, что подобного рода вопросы, они вызваны с тем, что были отказы в госпитализации. Если были отказы в госпитализации, то это было вызвано прежде всего определенного рода не отказами, а сложностями, которые возникли. Они сейчас все урегулированы. Сегодня в Нюрбинской центральной районной больнице достаточно коек. Если возникнет потребность, необходимости дополнительных коек, то мы видим непосредственно вариант развития событий, где эти койки появятся. Все для этого готово. Спрашивают, во время вынужденного простоя какой процент заработной платы? А ровно по Трудовому кодексу 2/3. Так, вопрос к Ольге Валерьевне. В декабре ведут новый детский сад в микрорайоне Вертолетка. В центре не останется ни одного детского сада. Кто и как планирует инфраструктуру города? Если это вопрос ко мне, то наверное, это будет самый легкий вопрос, который сегодня был. Да? Инфраструктуру города и расположение города и генплан формирует население города, которое избрало мэра города Нюрба. Так, говорят, вот про бирки не хватает, пробирки биохимии быстро заканчивается. Наталья Николаевна, будьте добры, разберитесь у себя в лаборатории, что происходит с вашими пробирками. Спрашивает у Ольги Валерьевны, на ваш взгляд, какова ситуация в Нюрбинском районе?
Оценивая ситуацию в Нюрбинском районе, я хочу сказать, что, в принципе, те меры, которые были приняты районным штабом, которые были, значит, практически все согласованы, они являются на настоящий момент достаточным, если бы течение само по себе, значит, заболевания и вируса, значит, находилось в той же стадии, в которой оно было, например, там, в сентябре месяце. С учетом того, что все-таки значит, были нарушения указа главы Республики Саха-Якутия на территории Нюрбинского улуса по проведению массовых мероприятий, по, значит, иным нарушениям, которые уже сегодня у нас зафиксировал Роспотребнадзор, то, соответственно, возникло повышение заболеваемости в целом на территории района. Поэтому сегодня я здесь и нахожусь для того, чтобы понимать, либо это системная ошибка, либо это, значит, единичные случаи. Пока я делаю вывод, что это единичные случаи, с учетом того, что я вижу вокруг. Сколько аппаратов ЕКГ в поликлинике на сегодня? Дарья Николаевна, ответьте, пожалуйста. У нас отдельный аппарат ЭКГ для проведения профилактических осмотров и для больных пациентов. Плановые обследования по показаниям здоровья когда возобновятся? Профилактические осмотры, предварительные осмотры по приказу Минздрава 302 у нас проходят. Они, конечно, были отменены весной, но они были возобновлены, и мы по предварительной записи уже принимаем, ну, уже давно наших пациентов, то есть, ну, здоровых людей. Почему в многоквартирных домах не проводят дезинфекцию? У нас в Нюрбинском городе Нюрба 4 управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома. Конечно, управляющие компании должны проводить дезинфекцию. И вот первые месяца, когда у нас появился первые больные, конечно, мы уже начали требовать дезинфекции многоквартирных квартир. Ну, управляющая компания на 2020 год в бюджете своего предприятия не заложили на проведение дезинфекционных работ. В первых порах мы с районного бюджета выделили. Вот сейчас этим по санитарно-экологическим требованиям по дезинфекции многоквартирных домов должна заниматься администрация города Нюрба. Конечно, у города Нюрба сейчас они говорят, что денег нету. Ну, я в вчерашнем оперативном совещании районного штаба отдал задание заместителю главы города изыскивать средства для дезинфекции многоквартирных домов. В свое время город Нюрба не предоставил документы на возмещение затрат, понесенные управляющей компанией Министерства жилищно-коммунальных хозяйств. Еще не поздно, сейчас городу Нюрба дано задание, чтобы отработать с Министерством жилищно-коммунального хозяйства по возмещению затрат, которые понесли управляющие компании. И управляющие компании должны проводить дезинфекцию, действия, мероприятия. Выезжающие на вахту и поселок Накын работники хотят проходить изоляцию в Нюрбе. Основное заражение произошло в Мирном. Не могли бы вы посодействовать решению этого вопроса? Правительством Республики Саха-Якутия вместе с оперативным штабом был разработан алгоритм, по которому все выезжающие работники должны находиться на обсерваторе в течение 2 недель. Соответственно, эта обязанность возложена непосредственно на самих работодателей. И, соответственно, в данной ситуации, значит, работодатель в лице работающих на Накыне, он определяет, где будет находиться место обсервации. Наверное, значит, работодатель исходит из того, что обсервация по месту своего жительства имеет определенного рода большее количество соблазнов для нарушения режима, и поэтому обсервация осуществляется в городе Мирном. Так, например, обсервация тех, кто летит работать на Талаканское месторождение, кто летит работать на Ченду, осуществляется также, например, в городе Якутске и в городе Ленске.
Уборщики твердых, жидких, мерзлых отходов находятся в зоне риска. Какие меры приняты для работников? Ведь они трогают все, весь брошенный мусор, у них анализы берут ли? Я понимаю, что сегодня весь мир и вся страна находится в зоне риска. Если речь идет об уборщиках непосредственно отходов, которые работают с медицинскими отходами, то в таком случае это решается в условиях учреждения здравоохранения республики, здесь центральной районной больницы. Если в целом речь идет о работниках, то маски, перчатки. Вот спрашивают, когда будет вакцина в Нюрнберге. Но я так думаю, что сначала по республике надо говорить. Значит, я не умею говорить те факты, которые я не знаю, поэтому я хочу обратить внимание на следующий момент. Сама по себе вакцина у нас, значит, на настоящий момент поступила в республику в количестве 42 единиц. Вакцина достаточно сложная в хранении, сложная в перевозке. Значит, она была поставлена медработникам учреждений здравоохранения, работающих в красной зоне. На настоящий момент подписано соглашение, по которому, значит, в республику будет поставлена вакцина в размере 500, значит, соответствующих доз. Хочу обратить внимание на следующее. Эта вакцина будет для работников здравоохранения, учреждений социальной защиты и третья категория – полицейские и педагоги. Это те, кто находится в зоне риска. Главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым, учитывая климатические условия Республики Саха-Якутия, исходя из того, что у нас скоро наступят непосредственно, значит, холода, и у нас медицинские работники выезжают и работают в средствах индивидуальной защиты в холод, соответственно, бригады фельдшерской помощи мы также просим включить в приоритетность на вакцинацию для того, чтобы можно было при наличии у них антител обеспечивать безопасную медицинскую услугу. Что касается вакцинации, всеобщей вакцинации для всех граждан Российской Федерации, на настоящий момент мы следим за информацией Минздрава России. Сколько заболевших ковидом в доме престарелых? Идет подсчет, соответственно, идет учет тех, кто заболел ковидом в зависимости от их степени тяжести. Почему у медработников не берут анализы? Я второй раз сталкиваюсь в Нюрбе с этим вопросом. Мне непонятно. Если есть какой-то медработник, я прошу написать также в личку модератору, у кого и почему не взяли у медработника анализ. Это недопустимая ситуация, если медработник работает. Сегодня уже достаточное количество, у нас сегодня есть разных вариантов анализов, которые, значит, должны браться. Спрашивают по морге, почему зараженные трупы лежат с общими. Зараженные трупы нигде и никогда не лежат с общими, только потому что, давайте так, исходить из того, что само по себе захоронение, значит, лиц, которые, причиной смерти которых является ковид, значит, так же, как и захоронение лиц, которые являются именно захоронение лиц, которые являются безродными, относятся к полномочиям муниципалитетов. Это с точки зрения оказания ритуальных услуг. Значит, с другой стороны, с точки зрения нахождения морги, морги не могут, значит, в наших учреждениях судмедэкспертизы не могут находиться тела, одновременно которые, значит, вышли с ковидного отделения, с инфекционного или с обычной больницы, по причине того, что для этого существует особое правило по и раздельному хранению, и по раздельному, значит, разрешению ситуации. Откроется ли реабилитационный центр для постковидников? Это что касается Нюрбы. Я еще раз обращаю ваше внимание, нам нужно ровно 2 недели. Вчера принципиальная позиция 2 министерств принята. Мое одобрение как зампреда курирующего данное направление получено. Я думаю, что откроется. Ольга Валерьевна, спасибо за поддержку. Реабилитация обязательно нужна после ковида, говорят. Когда будут делать прививку для новорожденных? Какой прививки идет речь? Наверное, речь идет о плановой вакцинации. Плановая вакцинация у нас идет.
Если возникли тоже трудности по плановой вакцинации, если были отказы в проведении вакцинации, тоже прошу обратиться личным сообщением в Инстаграм ЦРБ, и тогда уже мы разберемся и проведем вакцинацию. Больничный лист открыли неправильно, не хотят исправлять. Почему? Тоже по этому личному вопросу отправьте, пожалуйста, свои данные личным сообщением. Это уже частный случай, будем разбираться. Когда будет принимать невролог в поликлинике? Невролог в поликлинике у нас принимал, но он сейчас находится на листе нетрудоспособности. Надеемся, что он скоро выйдет и начнет принимать. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Какова обстановка в республике? Здравствуйте. По состоянию на 4 ноября 2020 года в республике зарегистрировано 14 434 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Из них большее количество случаев приходится на город Якутск. Сегодня это составляет 65,9%, и 9519 случаев. У нас необходимо обратить внимание, что у нас сегодня летальных исходов в целом по республике 155 человек. За прошедшие сутки ушло из жизни 3 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За сутки на 4 июня 2020 года выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции. Уже 2 недели, как действует новая методика подсчетов, которую делает Управление Роспотребнадзором по республике Саха-Якутия. В подсчет включаются в том числе и вирусоносители. Сегодня глава республики, проводя встречу ИВКС традиционную с главами муниципальных образований по ситуации с коронавирусной инфекцией на территории муниципальных образований, оценил ситуацию как напряженную, но находящуюся под контролем. Почему не сокращают режим работы торговых центров и магазинов? Как правило, рекомендация по несокращению работы торговых центров и магазинов дана органам муниципального образования для того, чтобы непосредственно не создавать очередность и скученность магазинов. Я у вас сегодня посещала один из магазинов в центре города, и я прекрасно понимаю, что даже в этом магазине не больше 5 человек при той разлиновке, которая там существует, при соблюдении социальной дистанции. 5-8 человек самое большое, которое может находиться в этом магазине одновременно. Поэтому, если мы сегодня еще и сократим время его работы, хотя это полномочия, безусловно, муниципалитетов, то мы просто-напросто с вами в часы пик, в прайм-тайме магазинной работы будем в общем-то, достаточно находиться на улице для того, чтобы попасть в магазин. Не хотелось бы, чтобы это было допущено. После отбора анализа на ковид бывает, что результат анализа приходится ждать чуть ли не неделями. Это из-за нехватки тестов. Я объясню по поводу анализов. Забор анализа на ковид – это непосредственно также медицинская процедура. С момента того, когда у вас забрали анализ на ковид, вас начинают лечить. Поэтому сам по себе приход анализов, он лишь только подтверждает или не подтверждает в зависимости от клиники, то или иное заболевание как таковое. Я хочу обратить внимание, что на настоящий момент принимаются все меры для того, чтобы уменьшить количество ожидания для граждан, потому что понимаю, что в большей степени, конечно, граждане нервничают, заразился ли он ковидом или чем-то другим. Начинает лечить доктор сразу, с момента обращения. И он лечит он точно так же, соответственно, против вирусного заболевания, если есть клиническая картина. Это касается всей республики. Глава республики сегодня обратил внимание на необходимость четкого соблюдения, того, чтобы убыстрить эти анализы. У нас в четверг, или в пятницу в ЦРБ поступают анализы, которые позволяют, делать их непосредственно в большем количестве на территории Нюрбинского улуса быстрее. Но я обращаю ваше внимание, что те, которые будут являться сомнительными, ложноположительными, либо непосредственно положительными, будут направляться все равно в Якутск для верификации.
Почему не комплектуют специалистами в НЮРБе именно кардиологов, гастроэнтерологов, реаниматологов? Какие меры принимает правительство? Почему нет госпрограммы по комплектации работников медицины? Существует госпрограмма по комплектации работников медицины. Так, например, сегодня в целевом порядке уже на настоящий момент есть полное видение, как готовятся специалисты непосредственно, например, для онкологического диспансера будущего, да? Как готовим мы специалистов для кардиологического диспансера. Что касается специалистов, в том числе находящихся и работающих в центральной районной больнице, значит, необходимо обратить внимание, что на период пандемии приняты все исчерпывающие меры для того, чтобы, значит, здесь не было никаких дефицитов по врачам. У вас на территории района в реанимационной бригаде ковидной работает, значит, один из известных реаниматологов, значит, перинатального центра РБ-1. После того, как заканчивается его контракт, сюда будет направляться главный врач Чурапчинской районной больницы, который также является реаниматологом по образованию. Нужно обратить внимание, что в целом реаниматология является достаточно дефицитной специальностью, мы их готовим, поэтому сегодня, как в военное медицинское время, снимаем единицы там, где сложно, для того, чтобы закрыть все вопросы. Терапевтов нет, на актив повторные вызовы не обслуживаются, на выходных один терапевт не успевают обслуживать. На выходных у нас, кроме терапевтов, обслуживают вызова и фельдшера. Эпидбригада усилена для обслуживания первичных вызовов 2 фельдшерами и терапевта. И активные посещения – это 2 терапевта и педиатр. Наталья Николаевна, ну для понимания нагрузки, да, я хочу помочь Наталье Николаевне сказать, что, коллеги, если раньше где-то было порядка 8-10 вызовов на терапевта, то сейчас в сутки 80 вызовов. Там будет ли страховая выплата? Данная страховая выплата была предусмотрена в качестве первой гарантии работы медиков в ковидных отделениях правительством Российской Федерации. На настоящий момент по линии фонда социального страхования выплачены, соответственно, значит, у нас порядка 30 миллионов работникам медицинских организаций, которые на своем рабочем месте, в ковидных в основном отделении, заболели ковидом. Кроме того, я хочу, значит, сказать о том, что само по себе заболевание ковидом рассматривается как страховой случай, как, соответственно, несчастный случай, значит, да, и, соответственно, на производстве, поэтому каждый из них проводится расследование, на основании которого и выплачивается, значит, вот эта компенсация. Кроме того, значит, речь идет и у нас страхуется сама по себе и жизнь и здоровье людей, работающих в ковидных отделениях. Нужно сказать, что сегодня у нас есть и смертельные случаи работающих в ковидных отделениях. 2 выплаты уже произведены на территории республики. Значит, соответственно, родственникам ушедших врачей и, безусловно, родственникам ушедших медиков. И, безусловно, конечно, для нас это такая сложная и тяжелая тема. Она, по сути дела, конечно же, сквозь слезы. Значит, но сегодня ситуация такова, что созданы все условия для того, чтобы, в общем-то, значит, это проходило, чтобы это быстрее закончилось. Наверное, так по-человечески больше скажу. Спасибо. Почему скрывают численность заболевших и имена людей в деревнях? Имена людей никто не скрывает, потому что непосредственно всегда была врачебная тайна. Была и остается. И существует понятие личной жизни. Это вот у политиков нет личной жизни. Да? Все знают, чем они заболели и как они живут. А у людей, которые не являются политиками, каждый должен иметь право на охрану частной жизни и своих желаний. Вот что касается вообще того, как человек живет. Все-таки Конституция это охраняет. Давайте из этого исходить. Да? А число заболевших в деревнях и на слегах никто не скрывает, потому что нужно людей лечить. Кто проходит реабилитацию? Все переболевшие или какая-то определенная категория людей?
По направлению Центральной районной больницы всякий обратившийся может получить возможность на реабилитацию пройти. Почему в чистых отделениях лечатся ковидные больные? В чистых отделениях не могут лечиться ковидные больные. Чистое отделение – это провизорное отделение, это куда попадает человек с симптомами заболевания. В случае, если непосредственно, значит, у него нет до определенного момента анализа. Как только поступает его анализ, то, соответственно, человек либо переводится в провизорное отделение, в инфекционное отделение, либо, соответственно, значит, по соматике переводится в другое отделение. Какая периодичность выдачи СИЗов работникам скорой помощи? В данное время обеспечение очень слабое. Я прошу этого работника скорой помощи, кому оказано слабое обеспечение СИЗов, написать мне лично или главе республики. Мы тогда будем разбираться, если есть такой сигнал от работников скорой помощи. Наталья Николаевна. У меня 26 октября положительный ИФА, 30 октября на КТ диагноз двусторонняя пневмония с поражением легких менее 25%. После этих врач не осматривал. По телефону назначил только комплевит. Это правильно ли? Я думаю, что Наталья Николаевна ответит, правильно это или нет. Ответит только лечащий врач, когда уже наш главный врач сможет посмотреть историю болезни. Закрытие рынков – это чьи полномочия? Почему не закрывают? Закрытие торговых центров, торговых больших объектов, ну, конечно, это прерогатива главы субъекта. Мы в свое время на прошлой неделе приглашали здесь руководителей торговых объектов, торговых центров, и мы попросили их, чтобы они добровольно, да сами приостановили до лучших времен на 2 недели работу торговых объектов. Но они не согласились, но они обязались полностью исполнять требования санитарно-эпидемиологического, масочные и перчаточные режимы и так далее. Вот поэтому сейчас торговые объекты наши работают, но там четко и строго должна соблюдаться социальное дистанцирование, масочный и перчаточный режим. Спрашивает, будет ли карантин? Значит, карантин сам по себе, он может быть и объявляется в случае, соответственно, значит, напряжения санитарно-эпидемиологической ситуации до определенного предела. Карантин, который объявлялся в начале, соответственно, значит, марта месяца, он был необходим для того, чтобы были вовремя учреждения здравоохранения подготовлены к лечению ковида, для того, чтобы научиться лечить ковид. Сейчас нам с вами, от нас с вами вместе зависит, будет карантин или нет. Если мы будем соблюдать масочный режим, создавать безопасные условия для жизнедеятельности всех нас вокруг, то и надобности в карантине не будет. А если непосредственно мы это будем нарушать, то, соответственно, значит, эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. И тогда иной меры просто не будет, потому что здравоохранение в любом случае, конечно, я верю в наших медиков, я всегда их благодарю, и сейчас хочу поблагодарить и нюрбинских медицинских работников, которые работают у нас с ковидом, и работников учреждений социальных, но, как и любой даже человеческий организм, да, он имеет свой предел. На лечение зубных врачей нет. Как мы будем лечить зубы, если врачи в больничных? И почему надо звонить в приемную для получения талона? Почему госуслуги не работают на запись к зубному? Зубные врачи у нас работают по предварительной записи или через запись через госуслуги. По острой боли принимают без предварительной записи в утреннее время, с утра до обеда. И вот еще интересный вопрос. Какой стороной правильно одевать маску? Вы знаете, я думаю, что правильно одевать маску к себе лицом белой стороной. И чтобы вот здесь вот не давили.
Так, мы второй день ждем терапевта беременной женщине, которой поставили пневмонию по компьютерной томографии, ПЦР отрицательный. Я прошу Наталью Николаевну сейчас же выйти на связь с обращающимся и сегодня до вечера обеспечить. Почему в Нюрбе нет МРТ? А для чего в Нюрбе МРТ? Можно я впервые отвечу вопросом на вопрос, хотя понимаю, что я нарушаю жанр и все, что с этим связано, да? Значит, само наличие МРТ – это, безусловно, уже как бы исследование иного уровня. Мы понимаем, что в будущем это тоже будет необходимо, в том числе и на территории Нюрбинского района. Но сегодня потребности в МРТ, значит, здравоохранение не видит. Мы договариваемся сегодня с главой района, соответственно, значит, и с главами других муниципальных образований, кто здесь находится рядом у вас по соседству, для того, чтобы сделать на базе Нюрбинского района такой достаточно сильный центр, где будет центр диагностики. Возможно, тогда там мы будем предусматривать МРТ. Спрашивают еще, почему анализы платные на ковид 1500 рублей? Объясните, Наталья Николаевна, если вы вдруг берете эти анализы на ковид платно. Анализы на ковид ИФА мы берем платно, это по личному желанию человека. У больных анализы все бесплатные. Уважаемые участники прямого эфира, давайте будем закругляться. Значит, если есть еще вопросы, то мы готовы будем ответить или просто-напросто сложите их, да, сколько, и в дальнейшем, если вопросы еще есть, то какое-то время можно отработать, да. Если же вопросы, если те, кто участвует в прямом эфире, не против того, что мы сейчас закончим эфир, да, я думаю, что как лучше поступить. Давайте посоветуемся. Но с учетом того, что в Нюрбе творит твердый правопорядок, по которому люди носят хорошо маски, то, я думаю, они должны соблюдать и то, о чем договорились, что работаем в течение часа. Ну, особо таких возражающих нету по завершению эфира, да, видим комментарии. То старания, которые мы с вами проводим для того, чтобы как можно меньше было этого вируса на территории нашей республики, хочу поблагодарить, потому что действительно это сложно и себя ограничивать, сложно научиться жить в других правилах, но нужно искать плюсы и с пандемией. Особая благодарность врачам и, конечно же, пусть те, кто сегодня болеет, быстрее выздоравливают. Это очень важно родственникам, чтобы они не заболели коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения сегодня выдержит и делает все, и борется за жизнь практически у нас каждый день, каждую минуту. Мы понимаем очень четко, что для нас очень важно сохранить наши рода, потому что якутский народ всегда был силен родами. Уважаемый Ольга Валерьевна, Алексей Михайлович, Наталья Николаевна, спасибо за участие в прямом эфире. И, дорогие зрители, вам спасибо за активное участие, за ваши вопросы. И до встречи.